На сегодня в Республиканскую инфекционную больницу после свадьбы в ресторане «Алато» с признаками пищевого отравления обратились 139 человек, сообщает пресс-служба Минздрава. Из них госпитализировано 89 человек, из которых 19 дети. Амбулаторно за медицинской помощью обратилось 50 пострадавших, из них 10 детей. Также, по данным ведомства, с признаками отравления в территориальную больницу в Чолпан-Ате из гостей той же свадьбы обратилось 12 человек. В ресторане «Алато» Центр Госсанэпиднадзора провел внеплановую проверку с обследованием обслуживающего персонала ресторана и с отбором проб пищевых продуктов. Результаты лабораторных исследований будут известны в течение 3 дней. По предварительным данным, первое подозрение у специалистов вызвало блюдо из курицы в кляре. Сегодня водители маршрутных такси не вышли на работу из-за введения штрафов за отсутствие страхования пассажиров, из-за чего на остановках столицы с утра толпы людей не могли уехать на работу и учебу. В мэрии столицы сообщили, что вопрос выхода на линию маршруток в настоящее время решается. С водителями встретился вице-мэр столицы Геннадий Милицкий. В частности, маршруточники требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы. Более того, они просят отложить введение штрафов за отсутствие страхования пассажиров до мая этого года. Напомним, с 1 апреля вступил в силу закон о страховании пассажиров. Документ был принят еще в 2008 году, однако штрафы за отсутствие страхования вступили в силу только с 1 апреля 2018 года. На контрольно-пропускном пункте «Сосновка» тем временем бастуют перевозчики ГСМ. С 1 апреля водителям большегрузных машин также необходимо платить штрафы за отсутствие страховки за транспортировку опасных грузов. По мнению водителей, этот закон – это лишь очередная лазейка для коррупции. Генпрокуратурой по факту незаконного предоставления разрешения на работу иностранцам Государственной службы миграции возбуждено уголовное дело. Как сообщает надзорный орган, установлено, что в начале октября 2017 года квота для иностранных индивидуальных предпринимателей закончилась, в связи с чем прием документов руководством Госслужбы миграции был приостановлен. Несмотря на это, начальник отдела дал указание предоставить иностранцам разрешительные документы на работу. Следует отметить, что до настоящего времени у граждан Китайской Народной Республики разрешения на работу не аннулированы и не изъяты, и при этом сверх квоты были выписаны разрешения на работу 5 индивидуальным предпринимателям. ГКНБ пресечен канал перевозки синтетических наркотиков из Европы. По сообщению пресс-службы ведомства, 28 марта сотрудниками ГКНБ при сбытии крупной партии сильнодействующего синтетического вещества альфа-ПВП с поличным задержаны организаторы преступной группировки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные выдворены в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие. Как сообщается в справке, сильнодействующее синтетическое вещество альфа-ПВП является синтетическим психостимулятором. Производится преимущественно в лабораториях в Юго-Восточной Азии путем синтеза. После употребления у человека вызывает крайне неадекватную агрессию. В Бишкеке в одной из квартир многоэтажного дома выявлено подпольное казино. Так, сотрудниками ГСБ проведен обыск в одной из квартир по адресу улицы Токтагула, 147. По факту организации азартных игр с использованием игорного оборудования возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей территории страны. Напомним, игорный бизнес запрещен в Кыргызстане с 1 января 2012 года. Государственная налоговая служба напоминает, что сегодня, 2 апреля, истекает срок представления единой налоговой декларации физическими лицами. В связи с этим ГНС призывает налогоплательщиков, еще не представивших ЕНД, сделать это до полуночи. Сегодня все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 12 часов ночи. До указанного срока ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе. За несвоевременное представление ЕНД административный штраф в размере 2000 сомов.
На автодороге Бишкек-Ош проводят работы по принудительному спуску снежных лавин. По сообщениям МЧС, на 121-м, 129-м километре, 198-м, 250-м километре автодороги в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. Со 2 по 11 апреля будет проводиться арт-обстрел лавин. Сегодня работы начали проводить представители артиллерийского расчета Генштаба Вооруженных сил из села Куйташ Халамидинского района Чуйской области вместе с сотрудниками МЧС.